Для них этот день уже засчитан как первый день службы. В этом году желающих служить в армии оказалось так много, что принимать пришлось на конкурсной основе. В основном новобранцы будут служить на юге страны. شاي دوزلش دينان ويجي ويجي إيش دق توحبوش دق إمناش دق توحلش دق دال مقلع ووز مارش ديل بوربنز هو إس أربعة نيت يا سيغوت إيتsa يقيش سوي بانيا نوختيال تشينال ديان غوت إيتsa يقيش. В первой группе 80 призывников. Уже сегодня они отбудут в места дислокации войск. В ближайший год ребятам предстоит научиться многому, в том числе быть в полной боевой готовности за 20 секунд. Совсем скоро вы все примете присягу. И для мужчины это очень почетно, а для мужчины-чеченца это почетнее вдвойне. Когда вы примете присягу, вы будете просто обязаны днем и ночью, кровью и потом доказывать своей стране, что вы не зря сегодня стоите здесь перед нами в строю. Это вторая призывная кампания в Чечне за последние 20 лет. Родители говорят, что гордятся своими сыновьями. Тем более, что многие и сами служили в рядах советской армии. Я желаю всем ребятам служить достойно, нести достойное звание воина, и чтобы они стали достойными защитниками отчизны. Получив повестку, Ибрагим, не задумываясь, направился в военкомат. Желание служить появилось не случайно. Он вырос в семье военных, и такой пример только укрепил стимул молодого человека. Это была чисто моя идея, я хотел давно служить, но родные, естественно, поддержали меня. У меня дядя полковник, бывший летчик, испытатель, у меня отец служил. В военкомате республики говорят, что за службой ребят будут следить. У нас в республике существует совет старейшин, есть комитет солдатских отцов, созданный при совете старейшин. Помимо всего этого, есть еще поручители. За каждого призывника по 2 поручителя у нас идет. Так что у нас в этом плане все предусмотрено. Я думаю, в случае возникновения определенных проблемных вопросов у нас люди моментально выезжают и урегулируют эти вопросы. Перед отправкой всем ребятам выдали военную форму нового образца и сим-карты, чтобы они могли оставаться на связи с родными. До конца года в рамках осеннего призыва в армию пойдут 500 чеченских новобранцев. Земфира Лулаева, Адам Чекуев. Новости.